Всем привет! Я сегодня в тайге. Еду на первую избу. Здесь по пути проверил. Может где-то есть чага. Да ни хрена тут нету, оказалось. Думал, красоте, а тут ручей как-то курлычит. Вон там стекает вода. Вон оттуда. Канава такая. Ладно. Погода сегодня такая пасмурная, снег. В планах у меня сегодня доехать до первой избы, забрать оттуда прошлую собранную чагу и обратно уехать. Еду один, тулана не взял, так как если его возьмешь, места не будет. А там у меня чаги, наверное, примерно 3 мешка по половине как-то. Ну посмотрим, там загружу, все это я вам покажу. Сейчас еще в одном месте остановлюсь, там еще пройдусь, проверю. Если нету, то уже буду шуровать без остановки до избушки. В общем, приятного вам просмотра. Вот они, таежные ручьи, журчат. Решил все-таки я побродить еще по тайге. Вижу, здесь лес хороший. Прям отлично. Как это не заснять? Это же моменты такие, которые ждешь всю зиму. Когда начнут там открываться ручьи. Вот тут такой переход. Ну вот смотрите, береза с грибами. Такими нехорошими. Вот начнешь переходить по таким гнилым бревнам и просто провалишься. Так что лучше, думаю, я пойду еще дальше и перейду в другом месте. Вот. И скоро уже совсем потеплеет, и уже вот этот ручей просто превратится в речку. Весь этот снег. Но снегу убавилось очень даже много. Сейчас терпимо, еще местами проваливаюсь. Это ночью даже не подморозило. А снег наполовину уже растаял. Такая картина. Первый перекур такой нормальный. Хорошо посижу. Вот тут смотрите, какой хороший валежник. Елка. Там тоже свежая елка свалилась. Это осенью. Вот. Куча деревьев таких лежат на земле. Ну что, сейчас я покажу трек. Вот он мой трек, ребят. Прошел уже 2 километра 750 метров. Вот. И вот такой маршрут такой. Час времени уже иду. Вот здесь у меня чага лежит, тут лежит и три точки вот поставил, где у меня оставлены чаги. На обратном пути буду забирать. И за этот час снег резко начал меняться. Я вот начинал поход такой крепкий, еще нас был. А сейчас вот за этот час чуть-чуть уже местами даже вообще проваливаюсь. И считаю, вот так хочется идти дальше, еще куда-нибудь подальше идти, сходить. И в то же время я так через час может совсем изменится, там будешь проваливаться, по колено идти. Так что, не знаю, сейчас еще, ну, давайте еще хотя бы полкилометра схожу и уже буду возвращаться. Потому что, во-первых, снег мягкий становится, и во-вторых, уже у меня, думаю, рюкзак наберется, там, что я оставил чаги. А здесь вот прошел уже прилично, так нормально. Вообще тишины вообще нету. Я уже развернулся
Вообще в той стороне вообще ничего нету. Прошелся еще. Ну даже 500 метров я не прошел. Понял, что там делать нечего. А включился, чтобы показать, вот как лежит древесина. Ветровалы. Смотрите, сколько их. Дрова. Здесь ельники. Очень много ломает ветер. Такие вот елки. Вот это сушняк, который, вон, смотрите, сколько их. Елка такая древесина, ну, я не знаю. Что-то он быстро гниет. Хороший материал из елки тоже. Много чего можно изготовить на одна труха. Все, эта делянка уже обречена. Он весь ветровал будет скоро. Просто все высыхает. И предприниматели такие делянки, на такие делянки вообще не смотрят. Им это невыгодно. А для населения, скажем, тоже не на чем вывозить. Вот такие дела. Вот такие. Круговорот такой идет. Вот такие деревья падают, гниют. Вместо них новые уже. Потом будут, а там вообще что-то перебор, много сушин тут. Очередной перекур. Вот он, чага. Здесь я оставлял. Это вторая точка. И сейчас еще две таких штуки нашел по пути. Фу, блин, спотел. Честное слово, каждой минутой снег меняется, изменяется. И я не знаю, как это объяснить. В общем, нас превращается в мягкий снег. Я уже начал проваливаться капитально. Очень тяжело идти. Уф, он весь спотел. Надеюсь, успеем выбраться, пока это все, этот нас не превратился в какую-то кашу, блин. И самое главное, местами такой мягкий снег. Местами вообще обеими ногами проваливаешься по колено. Сейчас еще буквально там 2 минуты посижу, загружусь и дальше путь. Еще у меня одна точка. Поставлена там не так много. И после этой точки еще там, ну там уже по своей тропе пойду, найду. Это на следу оставил. Вот, в 2 местах еще, короче, чага. Выбрался из тайги. Все, сегодня уже бродить, искать, собирать я не стану. Все, снег изменился. Здесь еще более-менее, но тоже видно, как где-то сантиметров 10. Каждый шаг проваливаешься, а местами ты просто тонешь. Ну вот такой мешок, ребят. Целый мешок. Примерно 23 килограмма. Это верняк тут есть. Хорошая чага. Мешок я здесь оставлю, тут дорога. Но, как и ранее говорил, я доверяю своим односельчанам, и они не тронут. На обратном пути будем забирать. Ну, хороший груженный такой прицеп будет у меня сегодня. Чуть не упал.
Легко бы поднялся, он на, блин, сиденье подвела меня, блин. Ай. Как на правый бок. На нахуй. Фух. Не вписался, одним словом. Скинула сперва он налево. Здесь бы легко он поднялся. Но я с сиденья чуть не упал, блин. Потом руль потянул за собой. Шляпень получился. Здесь тоже луга были, превращаются в лес. Ху-ху. Все, Зарахарка. Все, добрались. В общем, блин, сейчас, если по болотам, по полям, вот, по лугам, на мотособаке просто удовольствие гонять. Вот. В принципе, ничего не изменилось, ничего. Вот мы переходили там, вода такой же уровень. Нет, не поднялось. Морозы вот ударили, и вот сейчас очередной сучок упал он оттуда, с верхушки. С этой стороны, если сучья упадут... Так, подожди, мне надо, чтобы с этой стороны упали. Потом тяжелые сучья вот справа останутся и будет тащить в ту сторону. Если отсюда все выпадет, слева останется сучья. И вес тяжести больше, и вот прям наоборот прицеливается это дерево. Я рассчитываю, что он туда упадет. Не знаю, посмотрим, поживем, увидим. Но сучья, конечно, если это на голову упадет, все, сразу умрешь. Инвалидом станешь или умрешь. Вот тут следы, это лиса уже ходила. Это не у Тулана. Это после нас уже тут, я так думаю. Вот. Ствол как-то вот так. Вот, я так думаю, что он в ту сторону пойдет. Мне надо в этом году надо мне с этого ангара крышу, новую кровлю тоже надо ставить. Постелить-то есть. Жестянка, там у меня вот этот лист, как на избушка на второй избе, там
чем я крыл этот газета, так называемый алюминиевый. Мне одолжили 2 пачки, я отдал 60 штук. Пока не вернули, не знаю, вернут или нет. Хотя уже мне весной он нужен. Или осенью хотя бы. До осени еще хотя бы подождать. Надеюсь, вернут. Деньги предлагали. Говорит, бери, говорит, деньги вместо жести. Я говорю, лучше принесите мне вот этот. Или там дефицит он стал сейчас в Сыктывкаре что-то. Говорит, не было, поэтому не знаю. Будем ждать. Или самому съездить, купить, а потом уже у них взять деньги. В принципе, можно и так. Этим жестям укрыть, и он на 100 лет хватит. Тонковатый, конечно, но алюминий не металл, он не чермет, он не ржавеет. Вот. Не спешить некуда сегодня, вот и болтаю. Сейчас затоплю печку, затопим печку и приготовим что-нибудь. Чайник вскипятим, бич-пакет там заварим, колбаса, хлеб есть. Нормально пообедаем и уже поедем. И это все весной, как все растает. Здесь этот бардак уберу, вон там тоже хрен пойми, что творится. Тоже убрать все это дело. Это уже на лодке приедем. Так что много чего интересного еще будет. Чолом здоровенько. Вот сейчас я вижу, что в избушке никого не было. В прошлый раз я пришел, дверь на 2 или 3 раза шире открытый был. Но я сразу не понял, что кто-то был в гостях. А в гостях был. Ну и я говорил, что с ящика там провизию несли. Здесь вообще мыши нагадили. Мышеловка-то нету. Ребят. С мышеловкой ушел или что тут? Интересно. А вот он, мышеловка. Без мышей. Мыш убежал. Херня, это мышеловка, видать. Или пружину дополнительно еще надо поставить. Что-то. Но попадал, вот я сейчас отсюда он кувыркался и до сюда. Ну и то хорошо, что он попадал. Сейчас уже, наверное, будет знать, что здесь опасно находиться. Здесь мышеловки стоят. Самое интересное в походе, конечно, это огонь, костер, дрова, спокойствие. Хоть ты печку топишь или костер, без разницы. Огонь это для человека расслабляет. Пошел дымок, там чайник поставил, за водой сходил, блин, там очень много ила. Короче, не очень чистая вода. Хорошо горит. Северный ветер. Ну что, ребят, 2 слова хочу. Как бы сезон уже заканчиваем с мотособакой. Ну и 2 слова про эту мотособаку Альбатрос. 8 лошадиных сил тут. 8L, так называемый. Он Элька. Здесь 2 тележки, как мы видим. Здесь звездочка, ведущая от редуктора идет. Там обычный балансир. Ну, звездочка тоже. Даже не балансир, а обычная звездочка. На катке. Здесь 2 тележки. Рама. Самая простая конструкция. Двигатель Лифан.
8 лошадей. Там свет, лампочка, диод. Корыто, которое вместе идет. А второе корыто я уже сам покупал, чтобы тулана возить и груз. Просто, ребят, не нарадуюсь. Всю зиму ездил, второй сезон. Зимой, вот всю зиму, ну я не знаю, сколько километров я проехал. 2 раза, наверное, добавлял масла. Чуть-чуть, ну там, 30-50 грамм. А в остальном, в принципе, меня все устраивает. Он легкий. Вот сейчас я чуть не перевернулся на бок, он лег. Я смог в одиночку там без труда поднять, установить и дальше поехать. А если, вот скажем, уже которые больше, 15 лошадей, двигатель, там, сама конструкция больше, коробка там с вещами, там на бок ляжет, ты уже запыхаешься поднимать. Тут еще коробку поставил, там самое необходимое таскаю с собой. На этот раз, на сегодняшний день у меня тут вещи. Это утеплитель, наколенник, масло, здесь шапка. Ну, здесь у меня провизия, хлеб, все это дело. Сейчас будем кушать. Вот. Прицеп вот это самодельный тоже вот это сделал. Вот так. Карабин, конечно, так себе. Замок. За зиму 2 или 3 раза я теряла корыто. Один раз вообще далеко, на 3 километра оставил. Вот. Все еще руки не доходили. Я не знаю, может, пока не нуждаюсь в этом, но вот здесь вот этот замок, фаркоп или что это, дышло, так называемое, это надо мне удлинить и вот сюда сделать. Вот так, чтобы было. Вот. Потому что сейчас я загружу, очень большой груз будет. И вот этот прицеп будет давить вот сюда нагрузка. И здесь вот может быть слабинка, там где-то что-то и сломается. А если вот это сюда прикрепить сразу, вертикально вот сюда, то нагрузка будет вон там и меньше, ну, я думаю, будет лучше. Меньше шансов, что где-то он сломает вот этот прицеп, когда прикреплен вот здесь. Это вот эта стойка, он просто вот так идет назад. Вот. В принципе, пока все нормально. Но лучше к будущему сезону, как говорил, надо сделать. Вот там. Посмотрим. Что-то придумаем. Или второй еще как-то. Я не знаю. Но я так думаю. Вот что думаю, то и говорю. А в остальном я ничего не переделал. Все устраивает. Пока гусеницы не затягивал ничего, катки не переворачивались, хотя я скакал сейчас, ездил на вторую избу, там такие кочки, и мама не говорю, через что я проехал, через что я прошел там, этот путь вообще ужасный. Пока ничего не переворачивалось. Если слабая гусеница, думаю, он перевернется. Так что пока так все оставим. ТО проведу, там катки, все это смажу, все это дело. Ну, обычное ТО. Масло поменяю осенью в будущем сезоне, там раз в год. Аккумулятор разрядился. Короче, масло раз в год меняю. Из переделок, вот, что я сделал, это ручку сюда. Самая необходимая штука, конечно. Надо было, вот, я говорил там, когда делал, надо вот это, чтобы вот до сюда доходило. Потому что
как назло, вот ты попадаешь в дерево сюда и просто останавливается. А если вот этот полумесяц уходит вот до края, он будет удар, и он просто от дерева отскочит. Вот это большой минус, конечно. Все в плюсе, но минус в том, что вот это я оставил вот такой ступеньку такую, блин. Надо было до конца вот этот полумесяц сделать. Но это ерунда там. Но бывает, мешает, если честно. Второе, что я переделал, это вот здесь подсоединил проводку и провел проводку вообще на руль переключатель. Конечно, зря я это отрезал. Подписчики потом мне посоветовали, как надо сделать. Но я обычно ломаю, потом уже моя видео увидят и зрители и начнут мне советы давать. Я обычно так делаю. Я сам по-своему делаю, а потом уже зритель видит и... Ох, Олег, что ты наделал? Здесь вот тоже намудрил, а оказывается, можно было и без резки, без ничего обойти все. Но этот провод оставить как бы как был есть, а второй провод это открутить вот этот болт и эти два провода просто вот так подсоединить. Один провод сюда, второй вот под эту гайку. И все, элементарно просто. Я не знаю, вот мне сказали, и действительно это так. Действительно, тогда я понял, когда уже... Ну, ничего страшного, можно и подключиться. Я оставил там куски. Подключиться, и этот тумблер тоже, в принципе, работает. Даже неплохо. Вот и все. Вот такой собака. В принципе. Очень доволен этой техникой. Блин, не нарадуюсь. В легкости, экономичности этого двигателя. Конечно, бывает, минус, что сиденье жесткое. Есть, конечно, минус тоже в нем. А в остальном возит и возит. Меня возит, собаку. Я сейчас сегодня загружусь. 2 корыта полное будет мешками. Потянет. Нормально. Вот так. Рассказал. Немножко. Да, еще чуть не забыл. Вот. Лобовое стекло поставил. Это обязательно надо. И линолеум. Конечно, лучше, красивее было бы, если тоже сюда монолитовое вот этот, или как называется, оргстекло поставить. Ну, я линолеум поставил. Дешево, сердито. В принципе. Мне все устраивает. Без первый сезон, первые дни ездил без линолеума, без стекла. Холодно ездить. Опять уже выходит этот. Здесь пока нормально. Конструкция самая простейшая. Хотел переделать, там амортизацию поставить сюда, но не получилось. Как бы подписчики потом мне много советов надавали там, как сделать, переделать. А пока все так оставлю. Вот. В принципе, какие дела. Все рассказал. Если стекла нету, у вас грудь будет просто очень сильно мерзнуть. Здесь получается такая полумесяц такой тоже сделал, на руль приварил. Очень легко и просто. Ничего не мешает рукам рулить. Газ, рычаг вот такой. Рано или поздно, ребят, еще так я буду озвучивать, обзор делать. Когда я сюда приеду на своем новом транспорте, который сейчас буквально
неделю назад, наверное, 10 дней прошло, я купил этот рецикл с этой же компании Северный регион, которые делают. Вот. Посмотрим, понравится или нет, там довезет сюда или нет, там. Сейчас пока ничего не могу сказать. Но вот насчет мотособак я уже могу с уверенностью посоветовать. И мне не стыдно за свои слова. Если кто-то купит, он ничем не проиграет. Просто свою задачу выполняет. Но не надо забывать, что он по глубокому снегу вообще не едет. Вообще. От слова совсем. Едет по насту, по бураницам, по рекам, озерам до 10 сантиметров снега, даже до 15 сантиметров. Но чтобы под этим снегом было зацепление. Чуть больше там все, он не поедет. Он не поедет. И я перед покупкой это я прекрасно знал. Я видеообзоры смотрел, там показывают, матюгаются и кто что. А мне понравился. И уже сколько вот езжу, будем дальше ездить. Очень даже хорошая техника. Вот. Ладно, поговорил, поболтал. Сейчас подождем, как закипит чайник. Уже будем обедать. Чайник закипел. Заварил лапшу. Сейчас буду ужинать, говорю, обедать. Ну, уже тут, в общем, я загрузился. Сейчас покажу. Здесь мешок. Вот тут чага. Здесь немножко. Ну и по пути еще один мешок туда загрузим, полный мешок. Так что вот этот маленький мешок сюда поставил. У меня рюкзак еще будет. Ну и тут еще 3 мешка. Примерно по 18 килограмм, наверное, грубо говоря. Так, 3 по 18. Давайте еще это туда добавим. Пускай будет 3 по 20. И это 60. 60. Тут килограмм 15. 75. И сегодня еще 20. Ну, примерно, наверное, около 100 килограмм. Чаги я увезу. Около 100 килограмм. Ну и мой вес еще будет. Сейчас я, перед тем, как это положить, я крутанулся, здесь проехал. Ну, не чувствует, едет хорошо. Я не боюсь, я могу еще столько загрузить. Меня вот только напрягает вот этот угол. Чуть-чуть как будто я здесь чувствую какую-то слабинку. Вот здесь. А в остальном техника он потащит. По прямой, без проблем. Вот здесь вот, самое главное, чтобы не сломалось. Вот тут, вот, в этой части. Где он? Враг охотников. Где он летает? Это он там. А вон, ой-ой-ой, как высоко. Голова не кружится, он поднялся, блин, выше, наверное, 10 километров. Ну, шучу, но я не знаю, километров 3, наверное, точно туда есть, до него. Так, ну все. Это показал, загрузился. В амбаре ничего не осталось. Я хотел, вот 3 мешка загрузил, потом думаю, оставлю. А потом, была не была, загрузился, посмотрим, поедем. Надеюсь, доедем без приключений. Особо таких подъемов нету. Здесь один подъем будет, и там еще такой тягун подъем. И все, в принципе. Доедем. В избушке тепло, кайфую. Тут чайник. Здесь лапша. Я уже тут полежал. Отдохнул немножко, пока чайник закипел. Так, ладно, сейчас надо поднять хлеб. Здесь
Новую газету постелил. Блин, не могу терпеть вот это, когда мыши срут, ходят по столу. Вот это напрягает, конечно, капитально. Полежал минут 10. Потом, блин, так думаю, в середине дня там вообще растает снег. Лучше сейчас отобедаю, ребят, и я поеду. Вот такой обед. Самый вкусный в мире. Это лапша. В общем, с колбасой. Некоторые вообще ненавидят. А я с удовольствием иногда бывает ем в походах. Ладно, раздражать не стану. Выключаюсь. Забираем. В общем, тут все в порядке. Спасибо, изба, за теплый прием. Отдохнул. Все здорово. В печке там уголек небольшой остался. Так, все закрыл. Мышеловка самая рабочая, ребят. Мышеловка это. Вон она, блин, даже и с мышами. Но возиться уже сейчас не стану. Мышь попадал, оказывается. Вот это самая уловистая. Самая простая. А то, что вот этот пластик, ну, попадает на мышка, убегает. Вот, хвостик у мышки. Это буран вроде едет. Да, где-то слышно. Буран, ладно. Мы поедем домой. Четырехтатный. Угу. Поднимается кто-то. Отлично. Все, давай, изба, до новых встреч. Как получится, не знаю. Сейчас вот ровно 7 дней прошло с прошлого похода. 7 дней назад я здесь был, 10 числа. 8, 9, 10. Сегодня 17 число. Вот. Не хотел, но оттуда вот этот трап, доски он там снова поставил. Не знаю, ветром скинет или нет. Короче, погнали. Все, пока, изба. Это уже весной уберем. Вот так получилось. Резинкой прижал. Нормально. Так, амбар закрыт. Но в принципе тут ничего нет у меня. Даже продукты я здесь не храню. Потому что он без ножки, без ничего. Мыши лезут там, в общем. Ну вот такие вот. Что-нибудь, чтобы дождь не попал. Хранить. Чагу, например, или же снасти. Или вдруг еще что-то оставить. Можно дверь пошире сделать и сделать гараж, буран туда поставить. Сколько он еще будет стоять? Интересно. Надо уехать отсюда. Лёшка, привет! Abu van hier. Abu. Amine buran neden lak? Men kocadık mı oldu блядь 50 тысяч. Nasıl toskaçet da yeni блядь donalı. Purkası keresteydi ki ei ole kereste. Na katalum kailanda keristää. Ja tuli vielä saya. Ну вот, все, поговорили с Лёшкой, с Алексеем. Еще раз покажу речку. Следующий поход уже точно будет на лодке, когда вода здесь выйдет, вот тут. Прям, чтобы остановиться вот сюда.
уровень воды поднимется. Все, поехал. Поговорили там. Он, короче, выше поднимается еще дальше. Вторая остановка. Забираем утреннюю чагу. Немножко пусть подостынет редуктор. Так. Да, сейчас еще тяжелее будет ему тащить. Самое главное, там дорога не очень. И там. Дальше я имею в виду. Ну ничего. Надеюсь, доедем. Вот это тяжелый. Сегодняшний. 25 точно, наверное, будет. Примерно все влезло, все хорошо, все полные. Снег немножко тает и зацепление хуже, конечно. Утром по льду я ехал, а сейчас уже совсем другая картина. Давайте сходим к Таежной реке, буквально тут недалеко. Здесь следы, я вижу. Есть, наверное, я так думаю, что это росомаха здесь ходит. Сейчас покажу. Вот. Крупные следы, здоровые. Но это росомаха. Почти одинаковые, как медведь. 3 таких следы по 3 штуки вот так идет. Интересные как-то следы. Ладно. В первую очередь тут открывается. Здесь мельница была. Я об этом тоже говорил в своих фильмах. Не раз. Вот старые бревна еще от этой мельницы. Настоящая мельница в царские времена, вот, или когда это было, давным-давно. Мельница стояла. Здесь такое узкое место. И строили вон там бревна тоже. Вижу. Ну, хоть поплавком, хоть спиннингом, хоть зимним блесной тут рыбач. Не знаю, так вот, кто-то есть, нету тут. Вот, через мост, который приезжаем, вот это та же самая река. Только ниже там мост идет. Здесь зимник был, тоже мост был. Все заросло, смотрите, на другом берегу березы. Вот тут тоже вот такие березы уже, хотя здесь дорога была. Лесовозы, Газпромхоз лес вырубал, лесопункт. Лесовозы ездили. Мост высокий такой был. Такой большой, а там вот низкий мост. Ну, через что я переезжаю, постоянно такой высоты мост там стоял. Вот здесь высокий, прям вот от этого берега к другому берегу шло. А потом, видать, сгнило и
течением все унесло.
Вроде все на месте. Ребят, такую нагрузку сейчас получил мотособака. Там, короче, такая каша, колея. Вывозят лес предприниматели. Но справился. Я думал, сгорит этот сцепление. Но вроде все обошлось. Хотя сейчас я на УАЗике подъеду сюда, уже здесь буду загружаться. Ну вот примерно так. Все загрузил. Сейчас уже поеду домой. А вам скажу большое спасибо за ваши просмотры. Ну и ждите новые фильмы. И думаю, уже фильмы пойдут по открытой воде. Все, пока. Я поехал. Хорошая древесина. Дом, наверное, построят.